Так, сейчас слышим, нет? Микрофон работает, нет? Да, тормознутость, конечно, ощущаю. Да. Слышно, да? Угу. Ну хорошо. На Рутубе и на Дзене, да? Дима. Так, все-таки, значит, кто-то есть здесь, да? Ну, хоть несколько человек. От нас независящие. Так. Ну, что, мы можем, да, начать наш такой спонтанный, быстрый эфир? Угу. Угу. Так, друзья, значит, вот мы так решили неожиданно, да, видите, в какое позднее время, были неполадки с интернетом и вообще как бы не понимали даже, сможем, не сможем настроить, поэтому не было у нас ни объявления, ни ничего, ни сообщения. Вот только так. Ну, может быть, пусть будет спонтанный такой небольшой стрим проведем. Так, что я хотела сказать, если даже будете смотреть завтра, может быть, в записи. Значит, смотрите, какое первое объявление хотелось бы сделать. Слухи слухами, но не зря все-таки, наверное, эти слухи все больше распространяются о том, что YouTube вроде как закроют. Закроют, и связь тогда у нас с вами, связи не будет на YouTube. Поэтому в связи с этим пока еще только, да не только они обещают, да, но скорее всего, наверное, это состоится когда-то. Пожалуйста, не поленитесь, подпишитесь, подключитесь или зарегистрируйтесь на Рутубе и Дзене, чтобы нам с вами не потеряться, если это произойдет неожиданно. Говорят, что и WhatsApp тоже вдруг не будет работать. Тогда как мы будем находить друг друга, я не знаю. Но в любом случае Рутуб и Дзен мы должны хотя бы там с вами увидеться, пересечься, услышаться. Я очень вас прошу. Собак очень много, поэтому я их одна не осилю. А если вы пропадете и не будет никакой связи, нам негде будет вещать информацию, как мы живем, как выживаем, или мы умираем, то, пожалуйста, подпишитесь, очень вас прошу. Ссылки есть под нашими роликами. Мы там разместили эти ссылки, поэтому, пожалуйста, подпишитесь, очень-очень вас прошу. Вот. Так, это самое первое объявление в самом начале, о чем я хотела вам поведать и рассказать. Во-вторых, WhatsApp нет. Видите, как
Интернет очень тормозит и очень долго загружаются теперь и ролики тоже. Ну, не знаю, может быть, это на нашем канале они долго загружаются, а может вообще долго загружаются. Ну, в общем, все хуже и хуже только становится. В Пензенской области, можете мне в Пензенскую область или на передержку 2. Смотрите, я не очень понимаю, когда говорят в Пензенскую область передержать. Что такое передержать? Передержать с дальнейшим пристройством. А как мы будем в Пензенской области передерживать, а как готовить, а как показывать семье собаку, если она у нас будет так далеко от Москвы? Я пока не очень понимаю. У вас нет, если у вас нет, то вы мне хотя бы напишите свой телефон, а я вам позвоню, у меня все равно звонки бесплатные, и даже без WhatsApp. Но я не очень понимаю. В Пензенскую область я еще никого не отправляла и даже не представляю, как. Так, друзья, что я хотела сказать. Мы очень давно не встречались. Кто-то мне говорит полгода. Ну, наверное, не полгода, а месяца, может быть, 3-4. Может быть, в ноябре мы виделись, я уже не помню. Вот. И очень была такая бурная зима. Очень тяжелая зима, особенно, ну, зима всегда у меня очень тяжелая, в силу, понятно, да, и климатических, и прочих разных причин. Обычно мне тяжело в январе, в эту зиму мне было очень-очень тяжело в декабре. Вот, поэтому каждая зима это как будто, не знаю, с чем сравнить. На поле боя, что ли, как будто бы вот выходишь каждый раз из каких-то сражений. Я хочу вас всех очень и очень поблагодарить. Мы с вами молодцы, вы молодцы, вы очень-очень помогали, особенно в декабре. Помните, да, в декабре это был жуткий голод, отсутствие еды в ППЖ. И все люди как-то вместе собрались и очень большую помощь оказали, чтобы выжить хоть кому-то выжить. Не все выжили. Вы помогали на корм. А я, как сумасшедшая, спасала, кого успевала спасти. Потому что хотелось из этого ада не только их накормить, потому что я понимаю, что накормить перед смертью это здорово, но все-таки надо еще кого-то и вытащить, и я очень-очень сильно старалась. Вот, поэтому, ну, конечно, я понимаю, что я давала отчет, что я все больше себя только, ну, наверное, зарываю в яму. Потому что за любой зимой, когда есть помощь, наступает весна и лето, когда помощь в разы уменьшается, и тогда я остаюсь с ними наедине. Из года в год повторяется одно и то же. Каждое лето я себе говорю: нет, все, больше я такой зимы не повторю себе. Но наступает зима, начинается голодомор в ППЖ, и все повторяется вновь. И я снова не сдерживаюсь, и снова я виноватая, и снова и опять все повторяется. Поэтому впереди еще больше, еще тяжелее. Наступает период, зима закончилась, помощь в разы уменьшилась. Это сейчас. Хотя сейчас еще все не в отпусках, и никто не уехал пока в отпуска, но помощь, конечно, уменьшилась. Почему у нас редко выходят ролики? Они выходят действительно редко. Ну, по разным причинам, конечно же, да.
от себя только скажу, что редко выходят, потому что собак прибавилось за зимний период. А чем больше прибавляется собак, тем меньше у меня есть возможности заниматься ютубом. Все-таки ролик это не просто вот снял видео, да, передал админу, смонтировали и все. Ну, каждый ролик это надо хотя бы часа 2-3 уделить. Это материал, это сборка. У нас, тем более, ролики, как вы видите, это не просто рассказать про одну собачку или про 2 щеночков. Они у нас сборные. Елена почему-то позвонила, что-то хотела сказать, или нечаянно. Они у нас сборные, и очень много информации хочется в одном ролике вам рассказать. Все, что есть, не получается рассказать, но хотя бы там 5-6 тем стараемся изложить, да? А это все надо смонтировать. И я тоже должна время уделить, да, чтобы ролик получился. Но чем больше, если у меня в прошлую зиму было где-то 200 собак, то сейчас я даже уже их не считаю. И даже страшно произносить эту цифру, как вы догадываетесь, в разы больше. Поэтому ролики выходят, вы сами даже пишете, почему редко выходят ролики. Ну, вот одна из причин, да, что... Да, понимаем, да, чем чаще выходят ролики, тем лучше, потому что и вы как-то находитесь, да, в теме, и вы не забываете. А чем реже мы выходим, тем, да, понятное дело, молодцы те, кто ролики монтирует, но монтируют ролики те, кто меньше спасает, у кого меньше проблем. А чем больше спасаешь, тем больше больных животных, и даже всех больных мы не можем показать. Я понимаю, сейчас я говорю просто слова, если вы не видите глазами, сколько больных, каких больных, то вы масштабы бедствия даже не можете представить. Вот. Все, мне кажется, надо об этом рассказать, об этом. А сама несусь вперед, и не получается опять сесть часа на 2-3 и рассказать про каждого. И в то же время хочу сказать вот что. Не знаю, то ли читать, то ли поделиться своими мыслями. Ну, это вы, конечно же, загнули. Я совершенно не крутая, а обычная. Немножечко сошедшая с ума. Покажу. Вот. Бюджетные организации, чтобы вы знали, нет, это что-то все из области фантастики, сейчас обстоят дела. С волонтерами нет, обстоят дела, вот последние 2 дня не пускают. Молодцы там, женщины, конечно, там какие-то котлеты, какие-то шарики мясные, там я видела, налепили, и в ящичках это все разложили замороженное, чтобы раздать животным. Не пускают, не пускают. Я с ужасом думаю, знаете, что это ужасно, это вот по ночам они лепят и не опускают руки, и лепят вот эти шарики, чтобы хотя бы раздать у будки каждой собаке. Но, знаете, у меня, я не знаю, что сказать, у меня даже нет даже речи сказать, чтобы, это же труд, во-первых, это же труд. Ну хорошо, если они не любят, ненавидят собак, работающие там, но это же труд. И тем более это не каша, которую надо вот этим ковшом, да, там раздавать, стоять возле них, но хотя бы дать у будки каждой собаке полакомиться. Руслан, я обращаюсь к тебе. Все ли в порядке с головой у тебя, я не знаю. Я не знаю. У меня не укладывается в голове. Видя вот нескольких женщин,
Неважно, слишком ли они шумные, вызывают ли они полицию. Все на измоте. Что ты творишь? Сколько вы можете сотрясать своими бумагами, своими липовыми лажами, какими-то придумками, запускать в эти часы, не запускать в те часы, по таким-то дням, не по таким-то дням. Вы сами не пробовали есть только раз в неделю или по праздникам? Почему готовый продукт, когда приносят женщины, это же труд? Почему такое неуважение? Пытались по-хорошему, без полиции. Ни с полицией, без полиции никак не получается. Что тебе стоит? Предлагают, давайте под вашим присмотром раздадим эти вот котлетосы. Нет. Все только снимает на камеру для того, чтобы доказать обратное, Все старается в чем-то уличить. С открытым сердцем, с душой. Вся страна, весь мир собрался со своими деньгами, с помощью финансовой, чтобы купить эту крупу, это мясо, эту стружку, налепить эти котлеты. Вся страна на это смотрит, созерцает. И вот стоит один Руслан. Вот стоит он, крутой. Вот уж кто крутой, это вот Руслан стоит и нагло сказать ничего не может. Вещает какую-то херь. Почему не раздать вот этим собакам? Вы когда заходите туда на территорию, вам не стыдно смотреть им в глаза, этим собакам истощенным? Только знает, как отомстить волонтерам. Только одна цель, не как накормить. Хотя бы руками этих женщин не как накормить, а как отомстить. Как показать, что вот вы дали эту косточку, а собаки подрались. Вы виноваты. Вы создали эти условия. Мало того, что у вас много вольеров пустых. Люди не дураки, люди понимают. Пустые? Да потому что истребили, уничтожили. Да это понятно, что вам все равно. Но когда приходят и руками волонтеров раздать этим несчастным собакам, по котлете нет, тоже не дает. Мир сошел с ума. Да мы не про мир сейчас говорим. Вот в частном порядке, если у вас есть несколько человек, которые не спят ночами, то ли варят кашу, вот эту стружку. Я вижу у каждого на кухне, как это бережно и с любовью перетирается, перемалывается. Вы почему так ненавидите людей? Вы почему мстите этим людям? Вы мстите им за то, что они лучше вас? Вы мстите за то, что у них есть душа и сердце, а у вас этого нет? Природа вас обделила. Котлеты эти настолько аппетитные, вот какие-то вот такие вот шарики, да? Но почему собаке бы не заморить червячка и не раздать? Эх, Руслан, я не понимаю. Иногда мне казалось, что у тебя как-то проскальзывает что-то какое-то милосердное. Когда у вас ведут закон, усыплять через месяц, через 30 дней. С удовольствием будешь это делать, да? С удовольствием. Что за правило 10 дней не выдавать животных? В вашем регионе, в вашем ли положении не выдавать 10 дней? А теперь придумали 15 дней. Вам нравится? Придумывать, придумывальщики. 10 дней нет, цифра 15 больше нравится. 15 дней не выдавать. А на 30-й день мы ее усыпим. Так значит, с 15 по 30 день есть у волонтеров время. Кто сможет спасти этих собак? Не жалко будет, да? Вот эти красавцы собаки сидят у вас на будках. Неужели не жалко? Неужели рука поднимется, а? Руслан,
обращаюсь к тебе. Опомнись, какой ты грех возьмешь на душу, истребляя, уничтожая. Когда берут этих животных, не прячь ты их до 10-15 дня. Раздавай, пока их берут. Не шибко-то у вас их берут, очередь не стоит за ними. Не из хозяев. А если даже такие долбанутые хозяева придут, указать им на дверь. Как можно им отдавать таким хозяевам? У вас что, так много берут волонтеры? Где они вас берут? Ни котлет не дашь, ни сам не накормишь, ни до 15-го дня не дашь. А за 15 дней ты эту собаку уничтожишь. Я не вижу многих собак, которых я отслеживала до 10-го, до 15-го дня, а потом они якобы забраны хозяевами. Не лги, как тебе с этим жить потом, а? Фу. Друзья, я хочу вас поблагодарить за то, что вы были очень активны и милосердны в декабре месяце особенно. Вы помогли и в ППЖ, вы помогли и состояться перелетом очень большого количества собак, которые сейчас на моем кураторстве. Я очень вас прошу, пожалуйста, не оставляйте их. Даже если закроется... Сейчас я попробую вот это вот, я просто не успеваю ни прочитать, ничего. Даже если закроется YouTube, находите способ, перепишите мои реквизиты. Не знаю даже, вот какая-то неизвестность, как никогда. Я даже не знаю, что нас ждет. Как будто бы последний бой, он трудный самый. Ой-ой-ой, очень тяжело. Очень тяжело. Да я даже не знаю, что сказать. В общем, я вас очень-очень, друзья, благодарю. Я хотела это сказать, потому что в личку каждому, ну, кроме сухого, спасибо, и дальше бежишь, там, да, смайлик, спасибо. Я действительно очень вас благодарю, вы молодцы. Вы молодцы, и мы спасли все равно немало. Много все равно погибло. Много погибло. Они в Новый год постарались. Кто-то уезжал в отпуск, и хотелось, чтобы любая проверка в свое отсутствие, чтобы пришла, и картина не портилась скелетами, поэтому их убирали. Убирали с лица, с глаз долой, поэтому подчищали. Ой-ой-ой, как же так-то можно? Не знаю, как обращаться. Если не будет Ютуба и вообще, в принципе, как к этим людям обращаться, и будет ли работать, что... Да нет, работать будет. На время отловят красавцев. Через месяц их истребят. Не знаю, зачем вот эта месть? Зачем месть? Даже если вы не боитесь ничего святого, у вас нет, вы не верите ни в черта, ни в Бога, это понятно. Но вы же все равно с этим как-то будете жить. Вы живете от этого более счастливо, вы живете как-то здоровее или богаче. Что у вас прибавляется? И в каком месте, когда вы строите козни волонтерам? Тут истребили, не дали забрать, и с таким смаком вы их убиваете. Было 1400, осталось 950. Нравится, что ли, смотреть, как они корячатся в
предсмертных судорогах. Нравится? Я это говорю в глаза. Руслан, тебе нравится? Если бы ты богаче становился, или здоровее, или умнее. Но тут, не знаю, зарплата, да, больше от количества убитых. Да. Вот. Я вас очень, друзья, прошу, не бросайте. Я, в принципе, вышла сегодня так спонтанно. Особо не знаю, что еще можно сказать. Ну, вот только то, что я сказала, да? Так, если у вас какие-то вопросы, может быть, да? Как себя чувствует наша Светлана? Светлана, 500 рублей, спасибо большое. Спасибо. Если у вас... Мы давно не делали День стольника, я знаю, что вы все равно знаете о том, что мы есть, мы всегда нуждаемся. Бетти такая тяжелая, очень тяжело принимать решения, я не знаю. МРТ тоже будет не дешево стоить. Да еще операция по удалению пуль из головы. Какая-то прям вообще... Вот, знаете, вот есть проблема, а на эту проблему еще дополнительная ложится проблема. 30 евро аноним, спасибо большое. Без имени. Вот, знаете, мало того, что всегда было тяжело, да, вывозить, придумали, усложнили, сделали удорожание вывоза, чтобы только от этого себе в карман положить. Все чиновники, все инстанции, да, то есть бег с такими препятствиями, бег с такими гирями на ногах, чтобы только из всего им извлечь выгоду. Вот из всего извлекают выгоду. Ну, тоже нелегко вывозы эти даются. Сегодня вот звонили мне тоже, заказали, видимо, собак, а троих некому даже было встретить. То есть люди запросто, представляете, да-да, я возьму собак, а потом бац, ой, я что-то передумал и не пошел встречать, а они уже едут. 4 дня они уже едут в поезде, а встречать их некому. Ужас какой. И это среди добрых, отзывчивых, сердобольных людей такое. Ну, то есть вот настолько везде. Они просто звонили мне, не могу ли я где-то их разместить, хотя бы временно, а потом они поедут снова в Воркуту, опять по катушке, по стране с бедными собаками. Привезли несколько вагонов кошек, их разобрали, ни одна кошка не осталась без человека. Да, ну это понятно. Ой. На голову. Да, он больной, конечно, он больной. Ну, они там все больные, это понятное дело. Ну, на голову, конечно, на голову. Ой, я не могу просто. Мне даже нечего сказать. Уже который раз... Нет, если говорят, часто говорят про закрытие YouTube, все равно это состоится. Не бывает дыма без огня. Вот, поэтому численных лечение своих собак. Ага. Ну вот, видите, мне тут подсказывают, что у женщины была собака, она ей надоела, и она ее усыпила. А через 3 месяца у нее обнаружили рак. Ну, это да. Эти люди, которые идут на такое, они про это не знают, они не слышат.
У них что-то они из другого какого-то теста стоят. Сколько еще могу? Так, Русланову дурку. Так кто бы его отправил еще? Нет, он крутыш, у него там все круто схвачено. Так, друзья, что еще можно сказать? Или, может быть, в принципе, все, я, наверное... У меня настроения никакого нет, это я уже просто завожусь. Если раньше я ложилась в 2 часа ночи, то сейчас я ложусь почему-то в 4 часа ночи. То есть у меня круглосуточное вот это вот состояние решения каких-то проблем. Про Бетти что-то я хотела сказать. Но мы будем вас информировать. Вы подключайтесь, самое главное, на другие, по ссылкам на другие каналы. На другие каналы. На наши каналы. На другие я вас не посылаю. Вот. Так. Так. Нет, это вся страна, одни сплошные уголовники. Так, что, все вроде бы тогда, да? Если что-то еще, я, может быть, что я еще не сказала? Может быть, что-то вы мне подскажете? Группа Бетти, друзья, пожалуйста, вот группу Бетти мы создали, да? Если кто готов подключиться, пожалуйста, напишите на Бетти и на Детка. Вот тут тоже есть желающие на Детка, потому что, да, ну как бы на Детка есть, а есть на бурятский. У нас есть чат бурятских собак. Если я чего-то не делаю, я не успеваю, я просто правда вам говорю. Ваши все, особенно некоторые всякие Лены, Маши, Оли, Мариши, если будут там, допустим, пишут там всякую херь, что не набирай столько, если не справляешься. Вот оставьте при себе эти советы, потому что если с ними соприкоснуться, с этими собаками, хотя бы один раз с самолета, а потом посмотреть именно с позиции: неужели ты могла вот это сокровище не спасти? Вот настолько они шикарные. Я понимаю людей, которые не понимают, зачем столько набирать. Я сразу говорю, вот если бы я с ними не соприкоснулась, или там посмотрела по телевизору на них, я бы у меня бы не было таких ощущений, что я должна их спасать. Ну, собака, ну да, красивая. Поэтому меня немножко, наверное, не немножко, меня множко сложно понять, потому что я к ним прикасаюсь. Когда я к ним прикасаюсь, я с содроганием думаю, что я могла не спасти. Вот та же самая Нюрочка, да, вот эта небольшая собачка, 10-килограммовая. Вы знаете, я очень размышляю в каком плане. Вот она, Катя, $30. Спасибо большое, Катя, за донат. Вы знаете, она, вот эти собаки, когда они там находятся в ППЖ, я не всегда, даже вот, знаете, я не всегда умею разглядеть. Нет, я знаю свой стиль, свой типаж, который меня задевает. Противно мне говорить это слово «торкает», кто-то сделал замечание. Да, спасение состоит именно из тех собак, которые в первую очередь торкают. Если вас не торкают, ну, это лечите голову или душу, у вас ее просто нет. Да, меня торкают. И вот эти вот собаки, вот эта Нюрочка, или вот эта в углу забитая черная собачка, я всегда старалась черных как-то избегать, потому что они у меня зависают. У меня штук 15 сложно пристраиваются черные. На словах да, мы черных любим, ой, а на деле вот они у меня сложно пристраиваются. И вы знаете, вот эта вот Нюрочка, ну, такая вся скрюченная, такая лохудровская. И вот ее и за шею-то там хотят укусить, и под хвостом укусить.
И у меня вот сердце содрогалось, когда я думаю, боже, 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 успеет, не успеет добежать. Как-то так вот у меня еще воображение, к сожалению, работает очень, прям, наверное, очень бурно. Я уже понимаю, что следующие минуты, это сейчас будут там куски мяса висеть на, это самое, от Нюрочки будут висеть, да, везде. И я вот понимаю, что все, я уже не могу ничего делать, я не могу ходить, я только хожу, только думаю, так, это собака. Но она такая обычная, такая невзрачненькая. Я ее, скорее всего, не пристрою. Ну ладно, самое главное, чтобы только не видеть куски мяса, не представлять, что она будет сейчас порвана. И вот это вот я сама с собой разговариваю и понимаю, что я схожу, конечно же, с ума. Я похожа на сумасшедшую, конечно, но это я сама с собой. Вам-то я это все в фантик оберну и красиво расскажу, да, но то, что я терзаюсь, как я мучаюсь от того, что сейчас ее будут рвать, я этого рассказать вам не могу. Когда они приезжают, знаете, даже вот думала, может быть, это одно мое мнение. Нет. И вот даже Роман, да, водитель, он с ней посидел в очереди к доктору. Мы же с ним разъединяемся, я бегу по другим делам, он в клинику едет. И он даже отмечает, что она, говорит, редкая собака, она, говорит, очень удивительная, уникальная. Я говорю, а что именно? А у нее мозги, говорит, необычные. А она ведет себя, во-первых, она смотрит в глаза, она ведет себя так, что она вот смотрит в глаза и пытается понять, что ты ей говоришь. И она, говорит, предчувствует, вот, понимает, и она уже выполняет, она уже готова выполнять твои слова, ты еще рот не открыл. И вот как-то он говорит, ну, отмечает. Он, кстати, Роман у нас тоже еще тот оценщик, но любит, конечно, собак тоже. И я думаю, ну как я могла ее не спасти? Как я могла ее не спасти? Я вот так с каждой собакой я разговариваю. И знаете, да, это была большая бы ошибка, если бы это самое... Сейчас я попробую еще, потому что я не успеваю тут прочитать. Большой бы ошибка, если бы, не спасли. Или Лесю вот эту. Ой, это маленькие дети, это же не собаки, это маленькие дети. Такие смышленые, такие сообразительные. Ну, конечно, якутские собаки, конечно, они на уровень, как-то, да, выше. Все равно я их отмечаю. Отмечаю, что они редкие собаки. Как же так? Почему такие? Но я их не считаю собаками, нет. Это маленькие человеки, да. У них мозгов больше, чем у многих людей. Вот поэтому я и набираю собак, которых потом не тяну, потом стою с протянутой рукой, прошу у вас помощи. И все эти ваши словечки некоторых людей, не ваших, а среди вас большая часть все-таки нормальные, адекватные люди, а некоторые люди, которые пытаются укорить в том, что зачем столько набрала, вот поэтому. И не судите по себе, называется. И тем более, если люди пишут с критикой, зачем набрала, это хочу сказать, они в первую очередь выдают себя. Выдают себя с потрохами о том, что они не спасают. Те, которые спасают, таких комментариев не напишут никогда. Никогда. Вообще, потому что пишут комментирующие, можно сказать о самом человеке. Вот если они пишут негатив, да, вот именно из этого негатива соткан и сам человек. Пытаются там в чем-то упрекнуть, да, зачем. Что могу сказать? Я вообще просто думаю, что кого-то я, например, раздражаю. То я голосом не таким говорю, то я не так материал, допустим, доношу.
я таким людям всегда говорю, а что вы делаете на этом канале? Ведь много есть других каналов. У меня тоже, например, вот есть какие-то там, ну, случайно захожу на какие-то каналы, и прям даже вот иногда от голоса или с какого-то тона, ой, прям начинается дрожь, я быстро выключаю, да. Так надо просто уходить. Вот если я кого-то раздражаю, один только вариант, нажмите на кнопку, на другую, и уходите. Обязательно надо уходить от раздражающих тебя людей. Нет, ведь они интерес все-таки проявляют. Но очень хочется вот яда-то пустить, да, с критикой. Зачем? Зачем себе доставлять неприятности? Я даже знаю примерно это кто, но советовал бы лучше коленки лечить. Вот. Да, значит, заразился от вас любовью к животным. Алла, ты что имеешь в виду? Как заразился? А, заразился. В кавычках, да, пишешь? Да за Борюсика-то... Да, за Борюсика-то чего же благодарить? Он же вон какой засранец оказался в итоге. Одни проблемы с ним, да? Поэтому тут уже как крест несешь. Но это редко, когда такие. Я поэтому говорю, чем беспороднее собака, тем больше вы получите кайфа, удовольствия, релакса. И вот надо было брать Пьерошу нашего. Вот совершенно проявляет себя только положительным. Только потому что это, да. Они просто, наверное, знают, вот эти беспородные собаки, что они беспородные, никому не нужны, и поэтому они более благодарные. А вот все эти породы, искусственно сотворенные человеком и выведенные, да, они как будто бы, ух, я ведь такой, любите меня, а я тут вас сожру, у вас тут что-нибудь. Вот. Так, Шерлока. Так, спасибо за Шерлока. Скоро год, как он у нас. Как это? А вы пишете на русском. А почему? Шерлока какого? Наверное, это другой Шерлок, да? Потому что тот Шерлок, который был, он уже не год, он уже года 2 или 3. Нет, он уже 3 года живет. А это, наверное, другой Шерлок. Я уже стала забывать. А, под другим именем тем более. Блин, я хотела бы знать. Ой, мне очень много приветов присылают. И уже даже клички забываю. Спасибо вам огромное всем, кто присылает приветы. Это такой бальзам на душу. Очень много. Очень много. Я стараюсь их раскладывать по папкам. Или откладываю на потом и думаю, сейчас вот все. Когда начну мемуары писать про 7 прожитых лет. Интересных лет. Собаки, люди. Все смешалось. Поэтому бывает больше, чем можешь. Так. Юго-запад. А вы мне напишите на WhatsApp. Странджа, да? Напишите на WhatsApp, я вам скажу. И еще другие тогда в метро скажу. Ну, вообще юго-запад. Да, спасибо, Екатерина. Ага. Да. Друзья, так, у нас несколько кошек должны лететь. Очень хочется, чтобы они вылетели. С жуткой судьбой. Наверное, не успеваю я не успеваю
Кошек, я сейчас на кошек перешла. Ну, просто к слову скажу, что у нас очень много кошек. За осень, зиму тоже вылетело. Вылетели они в Питер. Спасибо там огромное и Ольге, и Александре, что помогают нам. Как-то вот в Питере получше, наверное, с кошками дела обстоят. У меня здесь они зависают. И тоже, хоть они и маленькие животные, но тоже затратные по финансам. Вы сейчас должны... Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть. Штук 6 кошек должны вылететь. Друзья, очень нужна тоже будет ваша помощь. Нужна помощь, да. Я сейчас на тормозах. По вывозу, конечно. Мне сейчас надо разобраться с имеющимися собаками. И, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, мне надо на лечение сейчас. Я не могу, я даже не успеваю про всех рассказывать. Тут не успеваю, там не успеваю. Вот такая вот, понимаете, я спасательница. Спасаю, а потом сама же создаю себе таким образом проблемы. Но если бы это что-то было не живое, не живые души, то, наверное, давно бы уже закончила с такой тяжелой работой. Это, я не знаю, с чем можно сравнить эту работу. Это не волонтерство, это адская тяжелая работа. Любимый засранец, да, Наташа? Беспородный, ну и что, все равно в нем есть смесь. Если бы взяла Пьеро. Ну да, как же теперь. А у Пьеро жизнь проходит вот на передержке, понимаете? Такой вот лопух-лопух, большой, безобидный. У нас больших и Карат большой, Гоша большой помогает, спасибо, Наташа. Леон большой, Буран большой, Пьероша большой. Ирине тоже спасибо большое, что помогает. У Пьероши одна только девочка пристроилась, а две другие, они как бы автоматом шли. Поэтому Пьеро плюс 2. Пьеро плюс 2 девочки. Они у нас вот Пьеро с 2 девочками, они так и живут. Но они большие, и тем более большие, и такого чепрачного окраса, они сложно пристраиваются. А тем более сейчас, в наше время. Но все равно пристраиваются. Я планирую, да, тут сейчас надо будет в ближайшее время ролик делать о пристроенных. Есть еще о ком вам рассказать. Слушаю некоторых людей, как и однажды услышать фразу «помешалась на этих собаках». Ну да, бумеранг он, да. Кто-то верит, кто-то не верит, но все равно ничего не бывает в жизни просто так. Угу. Да, я тоже думаю о том, что надо что-то, вот знаете, что-то сделать. Я уже 7 лет в этой очень активной деятельности, да, в этом спасении, в этом аду, в этой работе. Переключиться, ну, мне, наверное, как никогда надо. Угу. Какая однофамильца, что ли? Елена Рыбкина. Живу в Москве. Если что-то нужно, что смогу, помогу. Ну это вы просто, да, однофамильца, потому что та Елена не то, что не поможет, даже не приму ее помощи. Разные люди проверяются. Люди, да, проверяются, когда... Ой, такие уроки... Хорошие уроки я получаю в жизни.
И я даже благодарна очень многим урокам. Это вот, знаете, это как санкции, да, против России ввели. И Россия как бы саккумулировала свои силы. Сейчас примерно то же самое, санкции против меня. Ну ничего. Они просто не знают, что это не против меня, а против собак они выступили. Ну ладно. Любители животных не прошли испытания. Так, ставить кошку в Ригу. Кошку в Ригу, ну кошку в Ригу, наверное, доставить можно. А что, какая-то любая кошка или с чем обоснована? Кошек обычно редко просят так далеко. Сразу задают вопросы, это потому что какая-то кошка торкнула или это самое, просто спасти хотите именно кошку. Да можно, конечно, доставить. Просто боюсь сказать, что сколько это будет стоить. Не могу сказать, не знаю. Подключил WhatsApp, но он не работает, поэтому посылаю. Ага, спасибо большое, Татьяна. Как дела у 2 щенков малышей из Якутска, которых подбросили в пакете? Они были некоторое время у меня на передержке. А в каком пакете? Может быть, вы ко мне, что ли, их отправили? Наверное, нет. Ко мне в пакете. Кошки в пакете были в помойке, а что-то я не очень помню. В пакете. Щенки. 2 щенков малышей из Якутска. В каком месяце тогда? В каком году? Так, если ранее очень были рады взять из ваших питомцев, тогда, пожалуйста, отправим, давайте, напишите. Если вы готовы взять, мы мучаемся, у нас очень много, мы готовы отправить. Пожалуйста, напишите мне на WhatsApp. В каждом ролике мой телефон есть. Это... Да вот почему-то вы пишете, а потом, вот здесь пишете, да, на стриме, а потом вы пропадаете и совершенно нет откликов. Кто-то хотел взять, а потом... Я-то вас не вижу, я не могу вам позвонить, поэтому вы пишите мне сами. Елена, это я очень... Вы знаете, вы посмотрите мои первые стримы, потому что все люди уже, в принципе, знают, а повторяться для людей это немножко будет нудно. Я займу просто время ваше, и очень боюсь, что отнимать ваше время, наверное, не стоит, как я пришла к этому ужасу и безобразию. Это был декабрь 2016 года, а ролики вы сможете, стрим, я о которых рассказывала, знаете, в каком году? 23-й год, да, мы весь прожили. В 22-м году, наверное, да. Где-то май-июнь 22-го года. Вот там в стримах я рассказывала. Конечно, я не один раз рассказывала. Мне просто ваше время жалко. Переехал в Ригу. Я уговариваю взять кошку, спасти живую душу. Давайте, уговаривайте его. Пришлем, конечно, пришлем. Вот на Дальний Восток это тяжелее прислать. Здесь, знаете, это искать пассажира и такая через всю страну лететь, это тяжелее намного. А вот куда-то там западнее легче отправить. Ну, сильная, не сильная. Вы знаете, есть очень большие минусы у такого ярлыка, как сильная женщина. Кричишь, просишь, умоляешь и говоришь, не надо, пожалуйста, меня вот в этот ранг. Нет, она вот сильная, она справится. Поэтому можно кидать на меня десятки, сотни животных и спасите. Но они и так мне под ноги падают. А если еще вся страна мне будет их кидать, и что мне делать? Ну, я же сильная, но я же не всемогущая. Я не собачий министр, чтобы с волшебной палочкой спасти всех. Это же все через здоровье. Это все спасение всех, а это только через мое здоровье, через мои нервы.
и через вашу финансовую помощь, хочу сказать. Потому что никаких денег не хватит. На свои деньги, сразу хочу сказать, для тех опять язвительных людей, на свои деньги можно спасать только 3, 5, 10 животных. И вы можете даже сами, если вы гордитесь тем, что вы спасаете на свои деньги, вы можете себе подытожить и сказать, сколько вы спасли. Я, конечно, тоже в начале, в 2015 году тоже спасала на свои, да. Все, извините, а если спасать сотнями и тысячами, да, то тут никаких своих и даже никаких миллионером надо быть, и тоже обанкротится даже миллионер, потому что их такое количество. Но я просто максималист. Знаете, вот я когда в эту тему пришла, я сказала себе, что или выше крыши, вот так вот выше крыши, да, спасать, или тогда не спасать вообще. Да, это неправильно, потому что надо все равно спасать, надо хоть столечко спасти, но просто здесь речь шла о ППЖ. И когда ты берешь вот этого, а вот эти на тебя вот такими глазенками смотрят и говорят, а я умру, да? А мне надо умереть, и покорно принимают. И вот когда мне даже Игорь забирал, там Таня забирала, они всегда говорили, что уходят из этого ППЖ в слезах. И я очень это как-то понимала, что вместе с ними, да, там уходить из ППЖ можно только в слезах, потому что там осталось столько глаз просящих, а ты только взяла этого и этого. А они, просящие, остались там. И вот поэтому вот здесь и зарождалось вот это массовое спасение, когда уже стали спасать вольерами. Ну, вольерами это, грубо говоря, там 3, 4, 5. Вот как бы так, да, вот вольерами. Потому что в глазах стоят их глаза. И когда ты вот так вот машешь рукой, ладно, я не пойду там дальше, в дальние ряды там, да, допустим, ну, глазами там, неважно, да, а я спасу тогда вот сейчас вот вас всех вот так вот обниму и спасу хотя бы вот этих вот. И вот это появилось массовое спасение. Ну ладно, опять я заболтала вас. Вот. Так, о снятии... Нет, это, знаете, это о пустом разговор, вот что кого-то там снять, никто ничего никогда не добьется. Там рука руку моет, и там все они брат, сват, кум, кумовья там друг другу. Это у них так повелось, поэтому ничего там не добьешься. И вообще полицию вызывать, это вообще с куром насмех полиция. Полиция там под мэром. Как мэр скажет, так и будет. Так, будет заниматься этим в Якутске. Что такое, кто будет заниматься этим? Чем этим? Так, на приюты выделяются деньги из бюджета. Это разговор в пользу бедных. В пользу бедных. Деньги из бюджета, да, выделяются для них в карманы. Эти волокиты, бумаги, разрешения. WhatsApp напишу завтра. Да, напишите, пожалуйста, и мы вам организуем. У нас много подписчиков, которым мы отправляли. И очень даже все замечательно получается. Есть небольшие приюты, можно расширить их приюты. Есть же местные небольшие приюты. Про что вы говорите? Вот этот вот ник, который какие-то местные приюты. Где эти местные приюты, я не знаю. Есть. Уж не в Якутске ли они есть. Тогда вы просто новичок. Там нет приютов. Там есть только живодерня. Так, значит, друзья, давайте, наверное, все закончим, да? Потому что если смотреть кто-то будет в записи, то это будет нудная болтовня.
Вот. Все, спасибо всем, друзья, за внимание. Тогда до новых встреч. Пожалуйста, еще раз напомню вам, подписывайтесь на Рутуб, на Дзен и в Телеграме мы еще вещаем. Пожалуйста, давайте не теряться. Спасибо. Спасибо. Не теряться, пожалуйста. Все. Всем всего доброго. Алло. Или просто выключите нас, выкинуло из программы. Мы не можем отключить стрим. А как это сделать? Отключите ноутбук. Так, сейчас я попробую. Так, что-то тут отклонить. Блин. Угу, поняла сейчас. Ой-ой-ой-ой, сейчас. Ладно, давайте. А я-то думала... Блин, опять я вылезла, господи помилуй. Активен. Что хотите выйти? Да, хочу.